Хорошо, я мунафик, но давайте слово нифак обсудим. Я им эту статью вам отдам, которая именно что ты знаешь нифак в суре Аль-Бакара. И там Аллах Субхану в Коране прямо указывает на них, на самом деле. Сальман Аль-Фариси говорит, Аллах говорит про мунафиков, которые не во время пророка, не в наше время мы не видели, это будет потом. Действительно. И там я говорю, вы нас оскорбляете, но это про вас. Смотрите, именно мунафики Аллах называет вас в Коране. И что их ответ? Сам плохой и все. В таком стиле. Не в том, что давай аят, давай Коран, ты так толковал, ты неправильно. Аят, ты ссылался, я вам это покажу на тафсире, да, на хадисе. Сам плохой. И запрещает ему войти, как бы, комментарий, чтобы не мог поставить на это. Запрещает. Просто, да, в черном списке и все. В черном списке ВКонтакте. Да. Все. Вот этот метод. Но тем не менее, мы это людей, которые не могут нам запретные, простые люди, мы должны донести до них, что такое джихад, что джихад оно есть. И мы, вот васатия в чем? Не те, которые говорят, надо нам отказать, джихад нет в исламе, это плохое слово, не надо об этом говорить, нам стыдно. Нет, нам не стыдно, нам наоборот радость и гордость. Потому что ислам это религия храбрости, смелости. Кто в мире, где в истории, чтобы человек воевал ради права бедных? Абу Бакр Саддик воевал, чтобы брать закат ради бедных. Эти же деньги не идет государству, идет кому? Нуждающимся. Никогда в истории человечества, чтобы кто-то воевал ради бедных. Нам это честь и гордость, что у нас есть джихад. Без этого наша умма бы не выжила. А с другой стороны, другая крайность, те, которые говорят, джихад это убивает просто человек, потому что просто не наш. Просто потому что со мной не согласен. Я смотрю, уважаемые какие-то люди, шейхи в России, и у них сайт такой, пишет про этого какой-то шейха, там, он такой, заблудший. Рекомендовано убить. Рекомендовано к уничтожению. Неплохо было бы уничтожить. Ну, вот такие рекомендации. Типа. Кто тебе дал это право? Пролить кровь мусульман. И они слушают, что им нравится, что им не нравится, они хотят слушать. Например, шейх Карадави. Он дал какой-то фатва когда-то про Россию. Потому что пришли ему сказать, убивают мусульман. Вот любой мусульман придет к вам, да, и скажет, в каком-то месте убивают мусульман только потому, что они мусульмане. Что вы имеете право защищаться или нет? Конечно, имеете право. Он сказал, и то он не сказал, что надо делать. Он просто сказал, что это действительно преступление, осуждается и так далее. Они взяли эту фетву, он Карадави с нами. А когда Карадави сейчас сказал, что это что сделано в метро, Лаиса фил джихади мин шай, не имеет ни малейшего отношения к джихаду. А как будто это он сказал. И если они об этом скажут, заблудший шейх Карадави, то субхаллах, когда им выгодно, да, он хороший, великий ученый, так дал фетву. Я у них в сайте, у меня 2 записи. Один раз я просто говорю правду о Кавказе, что есть проблемы и так далее. Мы же в сайте этих, да? Сайт шейх Муфти Карелия говорит о ситуации, что у нас нехорошая. А потом в другом, в самом архиве, смотришь, этот заблудший мунафик Муфти Карелия, например, вел уроки у милиционеров. В этом же сайте я Муфти шейх Муфти Карелия, в другом этот заблудший мунафик. То есть у них, пожалуйста, так давай, в одном же сайте, вот мою фамилию, там пишите, вы увидите, что где-то меня не хвалят, где-то меня не, я никто и мунафик. Это что показывает, что человек не судит по Корану, а судит бихава. Прошу совершенно Аллах Субхану Тааля, чтобы он защитил нас от всех предупреждений. Спасибо.